Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости канала, огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку. Земной вам поклон. Мои милые, сегодня будет гадание на любовь. И давайте посмотрим такую тему. Истинное содержание его сердца и души, что у него к вам, какой он на самом деле и какой он на самом деле в отношении к вам. Загадайте, пожалуйста, на любимого человека, либо на того, кто вам интересен. Назовите этого человека по имени и задайте такой вопрос. Мой милый и дорогой, что истинно содержит твоя душа, что истинно содержит твое сердце? И какие истинные у тебя чувства и отношения ко мне? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим его истинное содержание души и сердца. Что у него к вам на самом деле? Вы знаете, очень сильный человек, очень сильный. Вот он вышел в центре, и вышел он в звездой. Очень талантливый человек, очень способный. Но человек, который либо не нашел себе применения, либо стесняется найти свое истинное применение. Душа у человека чистая и открытая. Это человек от природы, такой, знаете, жертвенный, он спаситель, он помощник, он тот, на кого можно положиться. Но, опять же таки, какие-то особенности в характере не позволяют ему это раскрыть, не позволяют другим видеть его истинное содержание. Сердце у него большое и доброе, но знаете, оно травмированное. Травмированное либо предательством. Причем предательством могло быть не только любовная тематика, но и в принципе от людей, от друзей, от тех, кому он доверял. Понимаете? Вот он сам по себе человек честный, прямой и открытый. Да, может быть горячий, может быть где-то не сдержанный, но в этом его изюм, в этом его харизма. С другой стороны, он и других видит такими же честными, такими же открытыми, но люди его разочаровывают, предают, обманывают. Он страдает от этого. Страдает, но проблема в том, что страдает в глубине. То есть вот этим страданием выжигает свое сердце. Понимаете? Вот этот момент его, конечно же, губит. Я вам скажу такую вещь. У него слишком много вопросов в голове, слишком много. Ответы он не находит. Знаете, вот как-то жизнь его периодически бьет. Бьет, плохие люди попадаются, плохие обстоятельства, что-то он теряет, что-то вот, вообще не складывается, да, планы рушатся. И он в этот момент начинает винить себя. Не людей, не обстоятельства, не судьбу, не высшие силы, а именно себя. Начинает себя есть изнутри, просто вот есть, в прямом смысле этого слова. В эти моменты он уходит в отшельника, в аскезу, в полную уходит. Знаете, как будто бы и мир ему не мил. Возможно, вы уже видели это состояние. Возможно, еще в будущем увидите. Пусть вас это не пугает. Это его момент, когда он должен себя взять в руки. Через боль, через страдания он возвращается, знаете, словно птица Феникс, да, из огня снова восстает. Вас этот человек немножечко где-то настораживает, немножечко пугает, кажется каким-то странным, мутным, непонятным. Это нормально. Он такой и есть, он сам себя не знает. Не знает и, наверное, таки никогда не узнает. Если вы с этим человеком останетесь, свяжетесь, будете жить жизнь, вы его разгадаете. Вы его вот в прямом смысле разгадаете. И потом же ему уже будете подсказывать, как поступать, что делать, как себя вести. А на сегодняшний день, что у него истинно к вам в чувствах? Ну, во-первых, есть много сомнений в вас. Я уж не знаю, чем они вызваны. Это не тема этой цыпочки, но вот к вам идут вопросы. И с этой стороны, и с этой стороны есть вопросы к вам. Может быть, каким-то вашим словам. Либо, в принципе, человек не знает, как правильно с вами вести, чего хотите, к чему стремитесь. Вы для него, конечно же, большой секрет, большая тайна.
женщина совершенно непонятная, но от этого не менее привлекательная. Он думает о вас, он о вас мечтает. Он хотел бы быть для вас таким вот рыцарем в блестящих доспехах. Прийти, покорить, победить, увести в свой замок, сделать своей женой. Вот это у него в голове присутствует. У него какой-то, знаете, вот мысль какая-то вот не дает покоя, связанная, скорее всего, либо с каким-то материальным благополучием, либо с денежным насыщением. Да? Вот ему почему-то кажется, что вам нужны какие-то огромные суммы денег. Да? Либо там, если дом, то дворец. Если там зарабатывает, то не меньше, там, чем 1 миллион, да? Причем в день, да? Чтобы вам прям отдавать, чтобы вы ни в чем не нуждались. И ему иногда кажется, что он не совсем соответствует вам. Да, что он не потянет, да, либо не сможет. В эти моменты он особенно становится грустным, уходит в себя, закрывается, может даже, знаете, где-то и проигнорировать, промолчать, там, трубку не взять, если вы звоните, либо пишете. Вот этот момент присутствует. Вы трактуете все это, знаете, с другой стороны, что, может быть, я ему не интересна, может быть, у него какие-то еще там интересы присутствуют там, в лице других женщин. Это не так. Это человек однолюб. Вот если он полюбит, это раз и навсегда. Вас он уже любит. Душа переполнена любовью. Но разум пока еще эту любовь блокирует, в прямом смысле слова, потому что это вот именно чувство самосохранения. Я говорю, его обижали. Обижали, обижали не раз. Вот этот момент присутствует. Что еще важно вам знать? Вам важно знать, что человек этот, он по жизни идет как какой-то страдалец. Здесь будут у него испытания очень непростые, особенно вот здоровья будут касаться, каких-то вот, знаете, резких взлетов и падений, все это ему предстоит пережить. Если рядом с ним будет серьезная, сильная женщина, такая, знаете, которая умеет взять себя вовремя в руки, да, сбалансировать ситуацию, не поддастся на какие-то панические настроения, все будет хорошо. Если с ним будет женщина слабая, которая будет его обвинять, долбить и прочее, этот человек не проживет долгую счастливую жизнь. Наоборот, жизнь будет просто какое-то, я не знаю, испытание со звездочкой, так даже можно сказать. В сегодняшнем дне здесь есть больше мечты и желания на развитие, на узнать лучше, что-то добиться, сделать. Вы для него как мотиватор, очень большой мотиватор. На то, чтобы он рос, на то, чтобы он решал какие-то свои очень важные проблемы, может быть, себя как-то прорабатывал. Вы ему не случайно встретились. Здесь именно ситуация не что вы ему, вернее, не он вам в судьбу идет, а вы ему в судьбу зашли. Понимаете, вот шанс и возможность. Где-то он страдал, где-то он переживал, где-то он заслужил, да? Заслужил, чтобы ему дали вот такую прекрасную девушку, которая бы могла изменить его жизнь к лучшему. Если он воспользуется этой возможностью, выиграл джекпот. Если он побоится, а я вижу такой момент, страх, очень много страхов присутствует, то здесь, конечно же, он потеряет последнюю надежду на счастливую жизнь. То есть вот такая ситуация. Для вас это человек, это шанс поправить свою карму, получить дополнительный плюсик и уже в следующем воплощении выйти на более высокий уровень духовного развития. Как-то так. Если вы с ним уже в паре, в браке, честно скажу, у вас такая притирка здесь бесконечная. Вроде как бы примирились, да, потом новый виток притирок идет. Здесь вам, девочки, очень важно понимать, что вы как все-таки постарше идете, ментально постарше. Вы более развитая, да, более развитый человек, чем он. Поэтому делайте всегда скидочку. Понимайте, что он не дурачится и не играет у вас на нервах, а просто действительно не понимает, либо что-то не догоняет, да? То есть где-то отстает от вас. Делайте скидочку, понимайте, что ему нужно не один раз объяснить, а как минимум 3, чтобы он понял. И то не факт, что он поймет. Следующий момент. Если вы только присматриваетесь, то здесь как бы с двух сторон, да, вопросы какие-то идут. Больше, наверное, общайтесь, больше дружите и старайтесь, может быть, вот этот момент близости, либо перехода на более близкие, откровенные отношения немножечко дальше отодвинуть. Тут почему важно это сделать? Чтобы его не вспугнуть и чтобы вы как-то резко в нем не разочаровались. Эти отношения должны быть спокойными. Залог счастья этих отношений – спокойствие. Вот этот момент. Если вы этому мужчине покажете, что с вами спокойно, тепло, уютно и
есть будущее, я вас уверяю, он вас будет радовать. По крайней мере, он будет и жить, и дышать, и работать, и стараться только лишь для вас, для вашей семьи. Решайте, выбирайте. Человек неплохой, неплохой, вот серьезно говорю. Не хам, не подлец, не скотина, хороший человек. Но, да, со своими особенностями. Ну, а кто без особенностей? Все мы такие, да, где-то что-то у нас не так, не то. И в этом, наверное, наша и прелесть, да, прелесть людей, что мы все не похожи, все разные и со своими тараканами. Мои дорогие, на этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.